На сегодня проблема сбора и утилизации ртуть-содержащих ламп и приборов от населения, в том числе от юрлиц, одна из самых актуальных проблем в республике. Правительством поставлена задача перед надзорными органами и органами местного самоуправления по урегулированию сбора данных отходов. О том, как исполняется закон ниренгринцами, в сюжете Надежды Акимовой. Сегодня в погоне за экономией население активно использует энергосберегающие люминесцентные лампы. Но, к большому сожалению, не каждый из нас задумывается о том, как правильно утилизировать данный перегоревший источник освещения. Энергосберегающие люминесцентные лампы относятся к чрезвычайно опасным отходам. Они содержат ртуть, и при повреждении опасное вещество освобождается, впоследствии чего это приводит к хроническому отравлению парами, вплоть до летального исхода. Если озвучить, вот он кажется мало, там от 0,2 до 0,4 миллиграмм, в момент разбития лампы, которая попадает либо в мусоропровод, либо когда в ведре, либо в баке для сбора ТБО. Причем они вступают с продуктами разложения от жизнедеятельности населения, это уже гораздо, образуются, ждутся содержащие массы. Согласно природоохранного законодательства, ответственность по сбору и утилизации энергосберегающих люминесцентных ламп возложены на управляющие компании. Каждый житель обязан сдавать перегорающий осветительный прибор в специальный пункт приема, организованными управляющими компаниями. Далее компании эти лампы направляют в специальную организацию для демеркуризации. Если данные правила по утилизации не выполняются, предусматриваются штрафные санкции, которые взимаются не только с юридических лиц, а также и с физических. Для граждан от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, для лиц без образования юридического лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность, от 30 до 50, и на юридические лица это от 100 до 250 тысяч, вплоть до приостановки деятельности до 90 суток. Компания «Жилкомсервис» – одна из немногих управляющих компаний, которые выполняют установленные требования. Во всех подъездах своего жилого фонда они оповестили жильцов, куда и когда нужно сдавать лампы. Многие ниренгринцы откликнулись на данное сообщение. Теперь активно приносят ртутисодержащие лампы в пункт приема. Я увидела объявление, висит в подъезде. Вот мы с соседями тоже сдаем. Соседи приходили, потом я пошла. Надо, наверное, беречь нашу окружающую среду. Для детей, для внуков. Ниренгринский комитет охраны природы над данной проблемой бьется уже на протяжении 2 лет. Многие граждане из-за своей лени и бессознательности намеренно выкидывают ртутисодержащие лампы в мусоропровод, не задумываясь о том, что это может навредить как их здоровью, так и их соседей. Надежда Акимова, Кирилл Федоров, НВК Саха-Ниренгри.